публикаций в прессе следует, что уже весной, возможно, будет готов проект реформы. В него вошли депутаты, Госдумы, мэры, члены Совета Федерации, Общественной палаты и так далее. Так вот, мое мнение заключается в том, что озвученные выше вопросы не являются ключевыми для развития системы местного самоуправления, то есть способ избрания мэра и так далее, и не являются определяющими для решения нашей основной задачи, а именно качественное изменение уровня жизни населения. Вот считаю, что одной из важнейших проблем развития муниципальных образований является разграничение полномочий, стабильное разграничение полномочий между органами исполнительной власти субъекта и органами местного самоуправления. И вот эти вопросы, они не проработаны до сих пор. Для эффективной деятельности местного самоуправления необходимо наличие четкой правовой базы. В России, как вы знаете, основным нормативным актом, регламентирующим обозначенные вопросы, является федеральный закон 131 от 6 октября 2003 года об общих принципах организации местного самоуправления. В нем закреплены различные права, обязанности, функции, полномочия муниципальных властей. Так вот, именно их изменения постоянно и становятся одной из главных проблем, препятствующей эффективной работе муниципалитетов. За те 10 лет с небольшим, которые прошли с момента принятия закона, изменения в него вносились. Только задумайтесь, 93 раза. Полномочия муниципальных органов власти то расширяются с целью более активного участия муниципалитетов в жизни страны, увеличения их возможностей в решении актуальных местных вопросов и усиления авторитета муниципальной власти в глазах общества, то наоборот сокращаются, а их функции передаются на уровень региональных властей или отраслевым государственным ведомствам для укрепления вертикали власти или еще в каких-либо иных целях.